Программа «Культура Хакасии». Я, Наталья Чудина, в ближайшие 10 минут расскажу о самых значимых событиях из мира культуры региона. Кызласовские чтения уже 7-е по счету прошли в Национальном краеведческом музее. Впервые научная конференция, в которой принимают участие ученые, музейщики и краеведы Сибири, получила статус международной. О своих исследованиях рассказали гости из Монголии, Турции и Польши. Эта конференция во многом знаковая для организаторов. 10 лет назад музею присвоено имя Леонида Кызласова. И впервые за последние 2 года Национальный музей перестал жить, как говорится, на 2 дома. Все фонды экспозиций перевезены из старого здания. Перевернута новая страница практически в 90-летней истории музея. Более полусотни ученых, музейщиков, краеведов, аспирантов и студентов приехали в Абакан, чтобы рассказать во время кызласовских чтений о своих последних научных достижениях. Масштаб год от года растет. В этом году эта конференция получила статус международной конференции. Именно в этом году у нас будут и представители и Монголии, и Турции, и Польши, и Кыргызстана. То есть объем и масштаб этой конференции год от года возрастает. Шима Даган из Турции пишет докторскую диссертацию по творчеству Николая Домажакова. На конференции затронула тему культурных традиций хакасов в творчестве знаменитого писателя. Директор музея Уф Саймага из Монголии поделилась с коллегами методами привлечения посетителей. Мы привлекаем телевидение, приглашаем ученых, старых мастеров, которые могут научить ремеслам детей. И после телепередач посетителей становится больше. Картины Александра Домажакова стали основой для исследования аспирантки из Познанского университета по теме археоарта или неоархаики. Он использовал в своем творчестве древнее наскальное искусство, наскальные изваяния. Тоже немножко шаманизма там появляется, духи, шаманы. И он как бы хотел сохранить эту народную культуру и хотел ее показать дальше. Одна из самых представительных по числу участников – секция краеведения, доклады на самые разные темы. От истории старообрядчества до влияния знаковых событий прошлого века на жизнь населения нашего региона. Много исследований туристской сферы. К примеру, велосезон в Хакасии начинается на 2 недели раньше, чем в соседних регионах. Разработаны десятки маршрутов. Традиционно в республике развивается этнотуризм, очень популярный музей под открытым небом. В одном из них посетителей не просто приобщают к хакасским обрядам, здесь пропагандируют экологическую культуру. А именно научиться уважать, почитать и благодарить то, что ты пришел на эту землю, да, и ты должен эту же землю оставить для своих будущих поколений чистой, прекрасной. Конференция завершилась, но ее участники знают, что ровно через год организаторы ждут их с новыми докладами уже на 8-х кызласовских чтениях. Клуб читающих предпринимателей отметил день рождения. 2 года назад в Республиканской библиотеке состоялась первая встреча бизнесменов, которые находят в своих плотных графиках время для чтения книг. Обычно клуб читающих предпринимателей собирается в стенах библиотеки, но сегодня встреча неформальная, в баре. Все-таки день рождения. Конечно, художественные произведения здесь не читают. Основной интерес для собравшихся представляет бизнес-литература. Для членов клуба книга – это инструмент для развития собственного дела и самообразования. Прийти раз в месяц, найти время легче, чем найти время прочитать книгу на самом деле. Поэтому этим хорошо еще эти встречи. Можно взять выжимки из какой-то книги и уже определиться от спикера, исходя из полученной информации, нужна тебе эта книга или не нужна, читать ее или не читать. Или достаточно того, что ты про эту книгу узнал со встречи. Тем, кто сегодня занимается бизнесом, особенно производством, можно смело поставить памятник. Так получилось, что на предпринимателей у нас не учат. Есть технологи, экономисты, юристы, а науку, как открыть и развить собственное дело, бизнесмены и бизнесвумены постигают самостоятельно. Мы постоянно занимаемся самообразованием, а здесь мы встречаемся, чтобы и читаем книги специализированные по управлению, по маркетингу, по экономике, и обмениваемся опытом между собой. И кто что прочитал, и мало того, практическим опытом, кто что в компании, у кого происходит, какие методики внедряем, что можно еще улучшить, чем быть более успешным, более конкурентоспособным. То есть вот этими всеми моментами мы обмениваемся, это меня очень обогащает. В названии клуба главное слово – это не предприниматель, а читающий, поэтому клуб открыт абсолютно для всех. Здесь рады и домохозяйкам, и госслужащим. Одним словом, место работы, род занятий не имеет никакого значения.
Просто огромное спасибо библиотеке, потому что она объединяет людей, которые начинают между собой общаться, обсуждать книги и становятся друзьями. В этом клубе у меня появился свой круг общения, чему я очень рада. И каждый месяц мы можем встречаться для подобного обсуждения. Постоянных членов клуба чуть более 20 человек. Иногда собирается до 60. Все зависит от того, какая книга на повестке дня и какую тему планируют обсудить. У нас встречи проходят в двух форматах. Это не формат, когда мы можем приходить на место работы предпринимателя, они нас приглашают, мы смотрим, как у них организовано производство, и форматные встречи. В конце месяца мы читаем книгу целый месяц, книгу мы обсуждаем и стараемся взять из нее то, что интересно будет каждому по саморазвитию, взять какие-то инструменты, взять какие-то способы, которые помогут развиться вот как личности, так и взять что-то для производства своего, непосредственно предпринимателя. Свой второй день рождения клуб отметил не праздно, а с пользой для общего дела. Читающие предприниматели составили список самой интересной литературы, которую они планируют прочитать в 2018 году. В клубе подчеркивают, что вступить в ряды объединения может любой желающий. Достаточно прийти в республиканскую библиотеку. А вот наличие бизнеса совсем не обязательно. Белый Яр в этом году принимал фестиваль творчества народов Республики Многоголосья земли Хакасской. Красочное шоу для жителей Алтайского района подготовили вокальные и хореографические коллективы национальных диаспор. Фестиваль национальных культур каждый год проходит в разных городах и поселках. В 9-й раз участников принял Алтайский район. На сцене районного дома культуры, сменяя друг друга, пели и танцевали самодеятельные и профессиональные артисты в польских, немецких, хакасских, русских национальных костюмах. Одно из самых ярких выступлений у Центра таджикско-узбекской культуры Сагдиана. Зрителям особо запомнился выход солистки ансамбля в зал во время музыкального номера. Мы с 98-го года занимаемся танцами, песнями, регулярно репетируем. Сейчас готовимся сольный концерт делать. Аржан Тюденев, алтаец, профессиональный исполнитель. Он представляет многонациональное искусство Хакасии и народов Сибири в других регионах России и за ее пределами. Так же, как и солисты хореографического ансамбля польского землячества «Полония». Каждый год они участвуют во Всемирном фестивале польской культуры в Польше и танцуют польско-народные краковяк, мазуры, куявок и берег. Заворожили зрителей мелодии, которые исполнял ансамбль еврейского культурного центра «Рема». Культура, она обогащается в единении. Наша культура вообще российская многонациональная. Соответственно, хакасская культура, она многонациональная, состоит из массы отдельных культур, объединяющихся, и в единой получается хакасская культура и культура российская. Взаимодействие культур на практике можно было увидеть в фойе РДК. Украинское национальное общество из Черногорска показало всем блюда национальной кухни. Они все здесь представлены, национальные блюда. Например, соложеники. По-русски это блины, а это чисто тоже украинское блюдо. Какое? Свекрухин язык из баклажан. А по-русски это тещин язык. Концертная программа длилась около 2 часов в режиме нон-стоп. Зрители, образно говоря, устали аплодировать. Каждый номер был по-своему хорош. Алтайский район, как и другие территории республики, тоже многонационален. Но вот такого профессионального уровня исполнения номеров, связанных с национальными культурами, конечно, в Алтайском районе еще не было. Поэтому мы очень рады, что в этом году фестиваль у нас. Такими нам запомнились последние 2 недели. Следите за событиями культуры вместе с нами, а еще лучше участвуйте в них сами. Так, в эту пятницу Республиканский музейно-культурный центр приглашает на Ночь искусств уникальную акцию, где воедино сплетены музыка, театр, живопись и киноискусство. А в субботу на Республиканском ипподроме будем отмечать День народного единства. Национальные диаспоры республики представят культуру своих предков. Обязательно приходите, будет интересно.